октагон. Боец из Таджикистана! Он носит прозвище Терминатор. Фаридун Один! Добро пожаловать в октагон! Его соперник из России! Welcome to the octagon! His opponent from Russia! Артван Ибрагимов! Ключевой момент в карьере парня по имени Артван Ибрагимов. Ему 35 лет. Отличный момент для полутяжеловеса, для того, чтобы побиться и попытаться забрать одновременно сразу 2 пояса. 10 профессиональных боев у этого парня, для которого борьба является профильным видом спорта. Первое появление в 2018 году не проигрывал до 2020-го. В противостоянии с Ильей Щегловым тогда уступил единогласным решением. Потом вновь победил дважды и проиграл Леонарду Силы. Причем досрочно. Локтями тогда Леонардо оказался сильнее. Потом победил Евгений Ерохин и далее Леонарду Силу в раздельном решении. У него срывался поединок с Муслимом Магомедовым. Об этом уже, наверное, многие говорили не один раз. Но таким образом четвертьфинал для Артвана Ибрагимова прошел безболезненно, практически спокойненько. Далее был поединок с Леонардо Силой. Официальный квиз. Your officials. Главный судья Head Judge Магомед Магомедов. Судьи у клетки оценивают главное событие. 5 judges at cage side. Scoring this main event. Артур Шайков, Фарид Нагаев, Андрей Ковалев, Кирилл Касьян и Александр Командопулос. Ваш судья, хронометрist, таймкипер Амир Гитина Магомедов. Команда Катманов, Лучников Тим. И со звуком сирены, рефери в октагоне, when the siren sounds, your referee in charge, Виктор Каранеев. Итак, дамы и господа на трибунах, миллионы фанатов NCAA во всем мире в прямом эфире с арены Дворца гимнастики Ирина Виллер на телеканале Матч ТВ. Бой за титул чемпиона Лиги ACA. Ladies and gentlemen in attendance and the millions ACA fans around the world, live from Irina Villers Gymnastics Sports Palace on Match TV, champion bout of ACA! Представляю вам соперников и первым бойца в синем углу. Introducing to first fighting out of the blue corner. Ему 32 года, рост 182 сантиметра, вес 93,3 килограмма. Профессиональный рекорд 18 побед при 2 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 32 years old, standing 182 centimeters tall, official weight 93.3 kilograms. His professional record 18 victories and 2 defeats. Ведомый Раджавали Районовым, led by Раджив Алонов, Ахмат, Таджикистан, из Душанбе, Республика Таджикистан, Фаридун Терминатор Один! Его соперник в красном углу клетки, his opponent across the cage, fighting out of the red corner. Тайсу 35 лет, рост 182 сантиметра, вес 93,15 килограмма. Профессиональный рекорд 8 побед при 2 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 35 years old, standing 182 centimeters tall, weighing at 93.15 kilograms. Professional record, 8 victories and 2 defeats. Дамы и господа, из Грозного Чеченская Республика Россия, приветствуйте, Артван Ибрагимов! Бойцы на центр. Бойцы на центр. Парни,
Финал Гран-при. Работаем 5 раундов по 5 минут. Вы правила знаете, не нарушаем их. Слушай меня на протяжении всего боя и слушай мои команды. Если я говорю стоп, это стоп. Пожали руки. Разошлись по углам. Главное событие. Елисей 182. История беженца здесь и сейчас. Бой за 2 пояса победителя Гран-при и, соответственно, за пояс чемпиона по тяжеловесе Фаридуладилов против Адлана Ибрагимова. 5 раундов по 5 минут. Виктор Корнеев готов дать отмашку. Погнали! Наконец-таки этот вопрос разрешится. Так долго мы ждали, когда же будет этот бой, и вот он, наконец-таки. Пока все без борьбы, плотно по корпусу у Адлана Ибрагимова. Первая атака осталась за поясом из красного угла. Лоу-кик от Фаридуна. Еще один лоу-кик. Пытается лишить передвижения. Фаридун чуть полегче, казалось бы, вроде. Он на ногах. Пока все без борьбы. Неплохая атака справа от Адлана Ибрагимова. Да, конечно же, есть контр в рукаве у Адлана. Это его феноменальная борьба. Но пока он уверен в своей стойке. И именно этим он сегодня готов удивлять. Правый через руку Фаридуна. Левый размашистый. Но все-таки он не достигает цели, минута позади. Вот так, никакой борьбы. Лоу-кик еще. Адлана. Ну, бой длинный, может быть, до нее мы еще доберемся. Много бедов, и вот только фронт-кик легкий выбрасывает Фаридуладилов. Кстати говоря, первый этап подготовки был Б. У Фаридуна, второй уже был джем. Да, неплохое было попадание. От Адлана опять же. Легко, поближе. Готов там сразу зарубиться Адлан. Левый на скачке у Фаридуна по-прежнему хорош. Правый снизу. Пытается подобрать нужную дистанцию. Фаридуладилов. И вертушка побыть живота. Необычно. Но видно, что проделана колоссальная работа при подготовке к этой встрече со стороны Адлана Ибрагимова. Старается работать по корпусу, пытается лишить Фаридуна его главного оружия — это скорость. И здесь каждый белый крепко, размашисто. Покраснение, кстати, есть под левым глазом у Адлана. И Что такое? Тайм-аут. Тайм-аут, побежал Фаридун добивать. Тычок в глаз, тычок пальцем ноги. ну да, вот в чем дело. В нейтральном углу должен находиться Фаридун. В нейтральный угол, соответственно. Вот здесь, рукой. Конечно же, рукой. Плотная фронт-кика. Блистательная работа от Виктора Корнеева. Вот. Все увидел Виктор, молодчина. Да, и вообще речь не про ногу совершенно. Да-да-да. Колоссальный опыт Виктора Корнеева помог ему разобраться в ситуации. Все произошло очень быстро. И продолжается встреча. Так или иначе, удар ногой все-таки есть в активе у Фаридуладилова. Это был абсолютно легитимный удар. И есть у Адлана Ибрагимова вот такой вот левый кайкик, внезапный совершенно. И здесь неплохо. Пошел вперед. И Первый заход в борьбу. И первый тейкдаун для Адлана Ибрагимова. Тут же поднимается Фаридун. Вот они. Два пояса, два красавца. Кто же их получит? два красавца сейчас находятся практически недалеко от нас. И здесь попытка. Рубится Фаридун. Но ничего не ясно. Пытается забрать позицию. Вау.
Вы видели когда-нибудь, когда так борются полутяжеловесы? В таком темпе и на таких скоростях. Локти полетели. У кого не звучит Джироджетсо. Накрывает сверху Фаридон. Поднимается Адам. Невероятно. Да, атмосфера в Лужниках просто сумасшедшая. Рядом болельщиков больше у Адилова. Глубже садится здесь Адлан. Нельзя хвататься за сетку Фаридону. Итак, первый такой затяжной эпизод в борьбе. Ух ты, подсечка. И это только первый раунд. Еще одна размашистая атака. Есть такое ощущение, что 25 минут парни в клетке проводить, не хотят. Есть такое ощущение, более того, я немножко переживаю за кондиции. Что в пятом раунде, наверное, вряд ли они будут такими же свежими. Но тем не менее, здесь продолжает рубиться. Здорово побивает. Ибраимов еще правой через руку. Предплечьем там достал и тут же протекает под левым глазом у Фаридона. 10 секунд уже меньше. Благоца первого отрезка. Ног размашистый вверха. И все. Парень окружает игрой. Немного затянулся перерыв. Итак, погнали. В первом были эпизоды с борьбой, но в стойке поинтереснее выглядел именно Фаридон. Начал ближе к концу раунда, он чаще попадать. Здесь рост-кик еще один. Вновь вспоминает Адилов, что такое лоу-кик и взрывы от Адлана. Опять через тяжелый выдох такой Ибрагимов это делает и вышибает переднюю ногу. Хороший лоу-кик. В перерыве Фаридону говорили, чтобы он тщательнее соблюдал тактику на бой, дистанцию и не лез рубиться. Перед джеб. Корпус. Оверхенд и тут же попадание от Фаридона. Выцеливает и догоняет. Левый боковой. И лезет в борьбу Адлан Ибрагимов. И нет хорошей жизни явно. И, возможно, даже был пик в исполнении Адлана Ибрагимова. Затылок бить нельзя. Пытается здесь навязать борьбу. Адлан Ибрагимов. Получится ли? Тут же разворачивается Фаридону в какой-то невероятной форме. Выдыхает Адилов. И собирается силами для следующего рывка. Встает Адлан. И Невероятная борьба. накрывает здесь. Придут соперника. Принципом к распятию 2-0. По тейкдауну в пользу Адлана Ибрагимова. Будут ли удары? Заходит в бэкмаут. Фаридон. Растянуть пока не удается, потому что ноги не заправлены. А вот сейчас... Фисту пошли в дело. Вот сейчас, да, будет пробарывать, разворачивается Адлан Ибрагимов. Вот она разница в борьбе. Мастер спорта и мастер спорта международного класса. Фантастика, просто фантастика. На одном дыхании все, что происходит в клетке. Как грамотно поработал с ногой и очень легко перевернул Адилова. Адлан Ибрагимов. Ищет возможность подняться. Фаридон находит ее практически. По затылку бить нельзя, нужно быть осторожнее всем. И вот так, боком. Физически, конечно, невероятно силен Фаридон Адилов. И еще один законно перевод. Удар тут же ложится сверху, Фаридон накрывает. Пересаживается в полный маунт, но вряд ли. Борьба продолжается.
Уже надоело, наверное, бороться Фаридону. Смотрит на время, потому что без очков не очень видит, щурится Фаридун Адилов. А мы отмечаем, что минута 35 остается до конца второго раунда. Сейчас будет подниматься, просто взял передышку. И опять борются дальше. Позиция полного маунта, но будут ли удары от Фаридуна Адилова? И способен ли Адлан Ибрагимов здесь выйти из этого положения прямо сейчас? Видно, что очень сильно потратились. А ведь еще, друзья, 3 полных раунда. Давайте напомним парням, что им еще очень долго драться. — 50 секунд. Нужна активность, потому что в противном случае пойдет даже из такого положения. Локти пытается наносить Фаридун Адилов. Есть сигнал об активности со стороны Виктора Корнеева. Но и не может там освободиться Фаридун. Вставляет руку. Вот так. Видимо, будет еще один взрыв от Фаридуна на последних секундах. Еще один локоть. 10 секунд. 10 секунд. Нет. Просто нет сил. И мы сейчас перейдем в третий отрезок. Лучше у Адлана Ибрагимова. Вот тот самый левый боковой, после которого Светлана Загорская схватилась за голову. Итак, третий раунд. Получится ли он таким же борцовским, как и второй? Вот уже парень. Да, сейчас как раз именно кардиоспособности и выйдут на первый план. Отмечалось перед этой встречей многими экспертами, что как раз бензобак больше у Фаридуна Адилова. Но Адлан готовился к этому бою, готовился как никогда. Бой за 2 пояса, и второго шанса просто может не быть. И, скорее всего, не будет даже. Говорят, кто на что учился, а в боях смешанного стиля кто на что готовился. В данном случае это справедливое замечание. Пока парни здесь тактически подбирают дистанцию или просто пытаются продышаться после такого зубодробительного раунда. Попытка Джеба со стороны Адлана. Опять машет размашистым оверхендом. Следим за эту тавтологию. Каждый боится не потратиться. Точнее, наоборот, боится потратиться. Я разделяю твою мысль в том смысле, что не хватает немного еще энергии каждому. И нужно аккумулировать это для того, чтобы хоть как-то стоять еще дальше и принимать атаки и отвечать в том числе. Пока относительно сухой раунд мы с вами наблюдаем. Просто за кем будет первое попадание и за кем будет первый тейкдаун, будет значить очень многое. Еще одна атака, дважды справа. Пробивает Фаридун Адилов. Вот теперь оттянулся уже от левого. Лоу-кик. Хорошо попадает и Адлан Ибрагимов. Но, возможно, прямо сейчас они оба поняли, что нокаутировать друг друга будет сложно. Адлан попадает еще раз. Да, все в голову. Тряханул Адилова. Нырнул Ибрагимов. Колено не достал. Второй раз тоже не получилось. И просто клинч. Повисеть на сопернике у Веги апперкоты классные в исполнении Фаридуна Адилова. Ой, пальцы, ну что ж такое? Еще одна
Барьбо. Откатит ли сейчас? Кто займет позицию, накрывает. Атлан Ибрагимов. Смотрим на секундомер. 2 минуты 13 секунд. И это третий раунд. Последние силы, возможно, сейчас уходят. Оглядывает во время Фаридон. Видит, что еще очень много до конца третьей пятиминутки. Возможно, именно в этом раунде произошел перелом. Причем не в прямом смысле слова, естественно, а с точки зрения того, как работает Адлан Ибрагимов. Насколько он способен сейчас удерживать, да, свою позицию. Общается Фаридун Адилов, посмеивается там с углом Адлана Ибрагимова. Ровится. И нет, не тут-то было. А вот Тимура может быть вполне, потому что бедром не может защищаться. И прием сейчас пойдет. А вот бедро все-таки вытащил. Эти позиции Ибрагимов тоже отрабатывал. Собирается с силами Фаридон. На локти. Локти говорят, что да, вот здесь нужно по корпусу отбить всю селезенку. Шамгард, и еще минута. Отличный раунд получается для Ибрагимова. Просто из ниоткуда сейчас выныривает как будто Фаридон из этого болота, которое его затягивает Адлан. Просовывает руку под захват. И фиксирует Адилова. Здесь ему не удается встать. Как я и говорил, просто кто-то один окажется сверху, и дальше сверхзадача будет встать того, кто находится на канвасе соответственно. Просто это усталость, просто это огромное количество потраченных сил. Ну, колено пытается по корпусу там пробить, да, насколько я понимаю. Адлан Ибрагимов по Фаридуну Адилову. 15 секунд остается. Ух, коленом по бедренной части. Последнее мгновение, и бойцы отправляются на перерыв. Далеко ходить не надо, Адлану Ибрагимову, он находится у себя. А вот такой тяжелой джазовой походкой вместе с Александром Сидориным и Артуром Ахмедовым Фаридун отправляется в свой угол. Это Джамали Байонов здесь же, рядом, сзади. Сразу подсказывает. Еще один человек от матери. Попадание от Адлана. Жесткие джебы. Интересно, каким был бы результат? Да, здесь был тычок и было предупреждение от Виктора Корнеева. Интересно, каким был бы результат, если бы этот бой был бы трехраундовым? Потому что первый раунд явно остался за Фаридуном, сейчас лучше был Адлан. Честно говоря, опять же, не берусь. Чемпионские отрезки. Последний полный пятираундовый бой в карьере Фаридуна Адилова был в октябре 2020 года. Тогда у Степана Горшечникова выиграл он и стал чемпионом GFC. Очень хорошо получалось у Адлана. Вытаскивает джеб, но при этом главное, чтобы кулак был сжат, чтобы пальцев не было растопыренных. А то мы уже видели попадание не один раз. Вот он, возможно, оверхенд мимо просвистел, как пуля. И Слева закрепил, да. Но при этом выставил Фаридон. Зашел. Да, зашел в борьбу. Фаридон Адилов, кто бы мог подумать. выкручивается очень хорошо по-борцовски. Адлан, но его сверху хорошо накрывает бетонной плитой. Адилов. Вот тот самый столб, который вырвал все-таки Фаридун, и произошло это в четвертом раунде. Да, это важно. Ищет сетку и точку опоры. Сейчас Адлан Ибрагимов. Придерживает шею. Пытается забежать за спину, и ответные действия уже от Адлана. Подгибает ногу. Опять они так сцепились здесь вот в этом захвате.
ничего не происходит. Есть определенная пауза, разворот. Было активное движение от Фаридуна Адилова. Он рискнул и, кажется, отдает позицию. И это очень опасная ситуация для Фаридуна, потому что из подобного положения в предыдущем отрезке он, насколько я помню, не смог выбраться. Полный маунт и боковой контроль. Наверное, думал Адлан Ибрагимов об удушении через руку. Нет, здесь на удушение перейти не получится. И все! Адлан Ибрагимов, чемпион России по тяжелом весе и победитель Гран-при. Вот так вот. Адлан Ибрагимов, ему всего хватило. И бензина, и техники для того, чтобы выиграть досрочно. Еще раз смотрим. Вот здесь уже сил не было у Фаридуна Адилова. И он постучал. Девятая победа для Адлана Ибрагимова. Браво! Настоящий звездный час для Адлана Ибрагимова. Теперь он Держал победу и стал чемпионом Лиги России и победителем Гран-при полутяжелом весе. Your winner by submission victory and became the AC champion, light heavyweight and champion Grand-Prix Atlanta Ибрагимов. Браво, Адлан! Когда он раз попал мне по лицу, он думал, что я уже нокдаун. Это не так было. И скажу от души тебе, Баракаллах, Фаридун, за то, что вышел за мной и доказал, на что ты способен. Но по ходу еще его болельщикам тоже спасибо. Я вчера сказал вам, что буду вас расстраивать, но, извините, ребята, это спорт всего лишь. Давай.